время Первой мировой называли Второй Отечественной или Великой. И вот память о Великой и Второй Отечественной войне возрождается. В 2018 году мы отметили столетие со дня окончания этой войны. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 31 декабря 2012 года был подписан федеральный закон о внесении изменений в статью 1.1 федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России, по которому 1 августа официально объявлен Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Именно в этот день, в 1914 году, Германия объявила войну Российской империи. Более 4 лет, с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, шли ожесточенные бои. Начало Первой мировой войны вызвало взрыв патриотических чувств. Началась всеобщая мобилизация. Для России война проходила под лозунгом защиты славянских православных братьев сербов и вызвала бурный национальный подъем. Не остались в стороне и якутяне. В рамках изучения истории Первой мировой войны мало говорится о вкладе Сибири и сибиряков в ход войны. В последнее время увидели свет публикации, затрагивающие ратный подвиг сибиряков и сибирских формирований на фронте. В Якутии данная проблематика изучена в самых общих чертах. До сих пор не установлено точное количество призванных на Первую мировую войну из Якутии. По инициативе краеведов Хангаласского улуса начатыми исследованиями на сегодняшний день установлены имена участников Первой мировой войны, уроженцев Хангаласского улуса 420 человек, из Алепнинского улуса 160 человек, из Амгинского улуса 60 человек, из города Вилюйска 5 человек, из Мегино-Кангаласского улуса 19 человек, из Татинского улуса 5 человек, из Среднеколымска, Усть-Алдана, Усть-Мая, Верхоянска по 2 человека, из Нюрбы тоже. Более 700 участников Первой мировой войны получили признание, в том числе 35 кавалеров Георгиевского креста. Высшие награды для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. Но еще предстоит большая исследовательская работа в архивах, на местах, чтобы устранить пробелы в исторической памяти, вернуть имена героев своему народу. Отсюда понятным становится интерес современных исследователей к данной проблеме. Многие россияне ищут сведения о своих предках, чтобы посредством изучения малоизвестных периодов истории страны попытаться ее осмыслить. Уважаемые участники и гости конференции, просим всех встать. Внести знамя общероссийского общественного движения «Россия православная». Под такими знаменами войска Российской императорской армии защищали свое отечество в Первой мировой войне. Данное знамя было вручено за боевые подвиги сводному отряду якутского ОМОНа на Северном Кавказе. Просим всех сесть.
открытии конференции принимают участие руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасий Семенович Владимиров, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор, доктор юридических наук Александр Николаевич Ким Кимен, представители органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций, духовенства, студенты, учащиеся. Слово предоставляется председателю Организационного комитета Республиканской краеведческой конференции «Якутяне в Первой мировой войне», председателю общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Пожалуйста. Дорогие друзья, от имени Организационного комитета горячо и сердечно поздравляю с открытием краеведческой республиканской конференции «Якутяне в Первой мировой войне». Нынче по Российской Федерации президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным год объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы советского народа над фашистской Германией. По республике указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева год объявлен годом патриотизма. И эта конференция, конечно, проводится недаром в начале этого года. В конце 2019 года мировая общественность отмечала столетие Версальского договора. Ну и, конечно, в 2018 году, в декабре, усилиями хангаласских краеведов Республиканского общества ДОСААФ в поселке Максоголов в честь столетия Первой мировой войны также была проведена конференция. Сегодня, конечно, прежде всего мы хотим привлечь историков, краеведов, исследователей, чтобы полностью изучить, значит, наследие вот этой забытой войны. Конечно, советский период, о нем фактически не упоминалось, изучая даже историю в учебниках, очень скудно мы проходили этот материал. И действительно, времена было подписано, значит, постановление президента страны, которое внесло изменения о днях воинской славы в нашей Российской Федерации. Ну и мировая общественность с участием россиян также отмечала столетие этой войны. Конечно, с нашей далекой Якутии в те времена были призваны на эту войну русские крестьяне, мещане и казаки. Львиная доля участников этой войны – это потомки государевых ямщиков Иркутско-Якутского тракта и Аяно-Майского тракта, русские крестьяне. Тогда, значит, большинство мужчин было призвано в эту войну. С нашей маленькой Журинской станции было призвано человек 20 на эту войну, из них двое пали смерти храбрых. По всей республике на сегодня выявлено порядка более 700 человек, участников этой войны. Но я думаю, этот вопрос далеко не завершен, потому что сейчас фактически не проведена работа, например, по территории Ленского района. А в те времена Ленский район входил в состав Киренского уезда Иркутской области. Также, значит, у нас не полностью, я думаю, Алекпинский район охвачен, всего 160 человек выявлено, если в Хангаласском 420.
Но, конечно, эта конференция должна дать толчок именно через средства массовой информации, чтобы мы, значит, убедили всех краеведов, историков республики, чтобы они занимались более глубже этой исследовательской работой по выявлению участников георгиевских кавалеров. На сегодня вот 35 георгиевских кавалеров выявлено. Конечно, тут большую работу, значит, через республиканский ДОСААФ Сергея Георгиевича за 7 лет провели наши хангаласские краеведы, энтузиасты во главе с Александром Амосовичем Кеперьяновым, председателем Хангаласского общества ДОСААФ, также Игорь Ильич Федоров, председатель, значит, общественной организации, значит, Покровского отделения потомки государевых Ямщиков, и библиотекари Семенова Маргарита Дмитриевна и Колесова Людмила Николаевна. Конечно, честь и хвала вот этим энтузиастам, что они, значит, проявили такой глубокий интерес, и на сегодня мы проводим эту конференцию уже на высоком республиканском уровне. Я думаю, сегодня в деловой части будет, значит, обсуждение, где примут участие историки, краеведы. Еще раз разрешите поздравить вас с началом этой конференции краеведческой и объявляю республиканскую краеведческую конференцию открытой. Спасибо. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Уважаемые участники конференции, разрешите вас приветствовать от имени руководства республики, от имени главы республики Арсения Сергеевича Николаева и пожелать вам успешной работы. Сегодня, когда мы стоим на пороге 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, когда в республике объявлен год патриотизма, проведение такой знаковой исторической конференции сегодня очень знаковое событие для общественности республики. Знаковое в какой части? Ведь вы посмотрите, кто является инициатором этой конференции. Это общественные организации, которые объединили людей едиными помыслами. Помыслами гордиться своими потомками, своей историей. Иногда спрашивают, что такое патриотизм? Мы его сравниваем с тем, что держим в руках оружие, защищаем Родину, различные парады, знамена. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, патриотизм – это потребность гордиться своими корнями, гордиться своей Родиной, красотою нашей любимой Якутии и, конечно же, доблестью наших потомков. Над Россией всегда были различные угрозы. Какие только государства, какие только силы не желали овладеть нашей великой Россией. Но Россия, благодаря самоотверженности наших предков, наших воинов, всегда сохраняла свой суверенитет и приумножала свою доблесть, героическую доблесть. От имени руководства республики хотел бы поблагодарить активистов, это вот, здесь озвучили, нашего активного поисковика Куприянова Александра Амосовича. Ему помогают те, кто сплотились вокруг добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, вокруг Черных Сергея Георгиевича. Здесь обязательно же нужно сказать, что общество государевых Ямщиков, которое было создано, и несменным лидером, который является Анатолий Анатольевич Добрянцев, внесло огромную лепту. И вот эти вот
награды, будем говорить, возможно, исторически как-то официально сегодня другого государства, да, царской России, сегодня они, наверное, по праву должны храниться в семейных реликвиях и быть одним из самых таких знаковых вещей, которые бы укрепляли дух, уверенность в жизни всех нас. Я желаю вам всем здоровья, крепкого здоровья, успехов в работе. Ну и сегодня хочу от себя лично поощрить своего друга, куда он исчез-то? Александр Амосович. Александр Амосович. У меня небольшая такая семейная награда. Награда изготовлена тиражом 55 штук. Уважаемые друзья, Афанасий Семенович, пожалуйста, не уходите. Сегодня исполнилось Афанасию Семеновичу 55 лет. Давайте поздравим его наш подарок и желаем ему дальнейших успехов. Слово предоставляется председателю Конституционного суда Республики Саха-Якутия, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александру Николаевичу Ким-Кемену. Александр Амосович Беляхтаев Кенигатер, Ангалас, кавалер Георгиевских крестов. Чапчатаны перейдем учебе по сериге бәлерин кылаттырын келдер биттірттен Сахария Тахамбара Россия ставыгар кылчан бәтін әбәхінен толырды тұттан оннатта бүгінгі күнге бейге әдірік шаптық әме барып күнен білімне онна иннеке де көнге біде Россиялын болып бұд онна Россия чейін көміске өптіктен саналаттын онна әйгіні барағытын үйімет саңа жылынан бәғәһә ол этакырлы по восточному календарю эми аңазин боллар, она да игни барагын ягатылян туран туйгун здоровьяны жолу сокуну элтак тетейлери баратын жонуя. Уважаемые участники сегодняшней краеведческой конференции, я в первую очередь хотел бы отметить то, что данная инициатива, как Афанасий Семенович сказал, является действительно очень важной. И то, что сегодня в рамках конференции собрались в этом зале представители различных муниципальных образований, говорит о том, что мы действительно преданы памяти наших предков и готовы говорить об их вкладе в сохранение России. Хотел бы отметить, что в 2032 году мы будем вместе с вами отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И за все эти годы якутяне всегда стояли на защите интересов нашего великого государства. И та конференция, которая проводится сегодня, должна стать одним из свидетельств героизма и патриотизма якутян, которые были проявлены в годы Первой мировой войны. Сегодня хотелось бы отметить, что представители исторического сообщества, участники данной конференции, они будут делать доклады в пленарной части, которые будут подтверждением разного рода источников правды. Почему? Потому что сегодня очень много на Западе представителей, которые хотят фальсифицировать историю России. И как говорил Владимир Владимирович Путин, мы ни в коем случае не должны допускать фальсификации. И то, что он во время своего визита в государство Израиль еще раз подчеркнул, и, на мой взгляд, мировое сообщество
во множестве своем это поддерживают. Некоторые открыто, а некоторые внутри своего сердца. Конечно же, то, что была Первая мировая война, и в 1914 году Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну, поскольку было жестокое противостояние театра боевых действий по нескольким направлениям. И хотелось бы, конечно же, с грустью сказать о том, что исход этой войны стал трагичным для России, поскольку затем последовала революция, братоубийственная гражданская война, раскол нашей страны, в определенной мере раскол общества на два непримиримых лагеря. Ну и, конечно, сегодня стоит задача о том, чтобы возродить и сохранить память о Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего российского народа, о его моральных и духовных ценностях и истории. То, что сегодня упоминалось о том, что 30 декабря 2012 года именно по инициативе президента Российской Федерации в число официальных памятных дат России была внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне периода 1914-1918 годы. И это было сделано в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне. Как сегодня было отмечено, в Якутии проводится большая работа по увековечению памяти воинов, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны. И здесь я хотел бы отметить, что на самом деле это является прецедентным событием. Вы слышали, чтобы в каких-то других субъектах была такая же активная работа? Я, например, не слышал. И вот в этой связи, конечно же, мы должны особо подчеркнуть роль руководителя Татарско-Ангаласского района Александра Куприянова, председателя регионального отделения ДСААФ России Сергея Черных, которые создали республиканские клубы «Потомки участников Первой мировой войны» и клуб «Потомки кавалеров Георгиевского ордена». И на сегодняшний день состав этих клубов насчитывает более 500 членов. Клубы включили в свою работу представителей более 15 вузов и городов нашей республики. При их активном участии в одном только Хангаласском вузе поставлено 4 памятника. По республике установлено более 700 участников войны, о чем сегодня говорил Анатолий Анатольевич, и он подчеркнул, что это еще не окончательная цифра. В результате поисковой работы, наверное, эта сумма многократно возрастет. Около 40 георгиевских кавалеров, 7 офицеров, 1 полковник царской армии и 4 женщин, участниц войны. Хочу, говоря об исторической правде, подчеркнуть, что прямо с начала войны, а это было 1 августа, а 4 августа якутский губернатор Роман Витте получил телеграмму о проведении мобилизации нижних чинов и находящихся в отпуске офицеров о мероприятиях в связи с началом войны. По приказу губернатора были организованы призывные пункты. Только в августе 2014 года было призвано 42 человека. В 2015 году на действительно военную службу было призвано 374 нижних чинов, в том числе 187 крестьян. Особо хочу отметить, что в этой войне инородцы на действительную военную службу не призывались. Но была практика того, что инородец мог добровольно служить, мог пойти на войну. И этим правом воспользовались, в том числе представители из Батурусского улуса, которые открыли действующую армию в составе 10 человек. Известны имена нескольких якутов, которые были награждены за боевые успехи медалью солдатской доблести Георгиевским крестом. Боевую славу якутского пехотного полка продолжили офицеры и рядовые, участвующие в этой войне. Успехи данного полка широко освещались на страницах тогдашней печати. Особо хочу подчеркнуть, что в 1916 году якут-доброволец Василий Федулов за проявленную храбрость и мужество в бою награжден Георгиевским крестом. Основной костяк добровольцев якутского полка составили якутские казаки из Алюкминска, Покровска, Вилюйска, Петропавловска и даже Абыя и Верхоянска.
стать добровольцем ушел сыну чиновника Якута областного управления Говорова Александр Говоров, который служил разведчиком, окончил школу прапорщиков, дослужился до старшего унтер-офицера и удостоился орденов Георгиевских крестов. Это говорит о том, что действительно наши предки умели воевать и проявляли героизм и храбрость. Среди кавалеров Георгиевского креста значилась Федора Васильевна, женщина, которая воевала на Западном фронте в составе женского батальона смерти, командиром которого была поручик Мария Бочкарева, которую прозвали русской Жанной Дарк. Хотелось бы отметить, что во время Первой мировой войны в Якутии развернулась большая кампания по организации помощи больным и раненым воинам, их семьям. По инициативе якутской интеллигенции в зале областного музея состоялось общее собрание якутского отделения Российского общества Красного Креста под председательством губернатора Романа Витте. И он обратился к собравшимся сообщением и призывом к оказанию действенной помощи фронту. И здесь по инициативе Василия Васильевича Никифорова был создан инородческий комитет, занимавшийся заготовкой и отправкой действующей армии теплой одежды. На совещании представитель от якутов Никифоров сообщил, что якуты, устроив совещание, открыли подписку на пожертвование. По состоянию на 25 февраля 2015 года комитет поступили средства на сумме 4261 рубль. Но по тому курсу это была очень значимая сумма. Также был создан комитет Тамский Российского общества Красного Креста, который изготовлял заячьи одеяла, жилеты для солдат, оказывал благотворительную помощь больным и раненым воинам. Я сегодня хотел бы отметить, что в рамках сегодняшней конференции мы сможем более детально обсудить актуальные вопросы по истории Первой мировой войны и выработать необходимые рекомендации, которые могут стать важным шагом к воссоединению российского общества, возвращению к вере отцов и дедов, к обретению всем народам России долгожданной национальной идеи, осознанию величия нашей Родины. И это возможно, если всем миром мы сплотимся и отдадим дань памяти героическим предкам. Желаю участникам конференции успешной и плодотворной деятельности. Я думаю, что мы вправе гордиться нашей великой Родиной, и реализуя указ главы республики в год патриотизма, мы все должны проводить активную работу. В том числе я бы хотел обратиться к представителям старшего поколения, которые должны вести наставническую работу в различной форме. И я думаю, что этот год нам подарит множество новых идей, которые мы вместе с вами будем реализовывать во благо Якутии и во благо нашей великой Родины Российской Федерации. Спасибо за внимание. Благодарность Конституционного суда Республики Саха-Якутия за активную работу по пропаганде конституционных идей и развитию гражданского общества в Республике Саха-Якутия вручается Александру Амосовичу Куприянову, заслуженному тренеру Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, заслуженному наставнику боевых искусств Российской Федерации. Слово предоставляется первому заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Александру Владимировичу Сусуеву. Добрый день, уважаемые наши ветераны, уважаемый Александр Николаевич, дорогие коллеги и молодежь нашей республики. Сегодня Панас Юрьевич Владимиров в своем выступлении очень правильно отметил, что инициатором сегодняшней конференции стала общественная организация под руководством Анатолия Анатольевича Добрянцева. Мы как раз в республике строим такое общество, чтобы наши граждане были активными, самостоятельными
и чтобы продвигали собственные идеи на уровне Республики Саха-Якутия. Хочу сказать о том, что в мировой истории есть много темных и светлых пятен, и это реальность. И наши земляки, наши якутяне, советский народ никогда не стоял на стороне и всегда принимал свое личное участие на этих мероприятиях. И то, что год патриотизма, вот, как раз поднимается такая тема, это говорит о том, что тема очень актуальна. И сегодняшнее поколение, у него есть очень хорошая миссия, мне кажется, да, то, что необходимо передавать те события, те факты новому молодому поколению. И я очень рад, что сегодня на конференции есть много молодых людей, которые будут вникать эту информацию и дальше, как своя миссия, будут передавать будущим поколениям. Поэтому еще раз огромное спасибо, Анатолий Анатольевич, за вашу активную позицию, и конференции желаю плодотворной работы. И разрешите мне вручить ведомственные награды от имени Министерства образования, молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Так, у нас есть ведомственная награда, и разрешите мне вручить юноармейскую медаль имени Поморцева студентке второго курса исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Анастасии Петровне Петровой. Пожалуйста. Такая же медаль вручается студентке третьего курса Якутского экономико-правового института образовательного учреждения профсоюзов высшего образования Академии труда и социальных отношений Аммосу Александровичу Куприянову. Слово предоставляется народному депутату Государственного собрания НТВ Республики Саха-Якутия, директору природного парка Ленские ставы Аркадию Анатольевичу Семенову. Добрый день, уважаемые друзья. От имени парламента Республики хочу вас поздравить с открытием первой республиканской конференции. Действительно, сегодня в истории нашей республики очень мало говорится, очень мало случаев, как предыдущий выступающий отметил, и очень мало известно о тех ветеранах, которые на сегодняшний день действительно участвуют в конференции. Та огромная работа, которая была на сегодняшний день проделана нашими энтузиастами, краеведами, это простыми библиотекарями, учителями школ Николаевского района, других районов республики. Очень огромный труд заслужит огромного уровня. Хотелось бы, конечно, чтобы действительно в итоге, чтобы после проведения данной конференции мы на сегодняшний день убедили во всех историков, действительно профессионалов, чтобы они подключились к дальнейшей работе и изучили от и до всех участников, которые были известны и есть, которые участвовали в Первой мировой войне. На сегодняшний день действительно целый пласт истории именно вот и о Первой мировой войне, и русско-японской войне участников с Якутии у нас до конца не изучено. Конечно же, благодаря именно
барьеров 400 участников, а более 700 участников. И на сегодняшний день год патриотизма, который был уверен нашим главой республики Константином Николаевичем, мы действительно должны проводить патриотическое в рамках военно-патриотического воспитания среди молодежи, работе среди молодежи нужно активно продвигать эти идеи и, конечно же, помнить каждого участника. Ведь любая война, какая ни была, это, во-первых, огромные потери, это слезы, это горе, утраты. Поэтому каждый участник войны должен быть восстановлен именем мира. Война, как говорится, не окончена, пока мы не установим последнюю определенную ошибку. Спасибо. От себя лично я хочу вас поблагодарить, пожелать вам всего самого лучшего, здоровья, удачи, счастья, процветания. Спасибо. Слово предоставляется председателю ДСА России Республики Саха-Якутия Сергею Георгиевичу Черных. Уважаемые краеведы, уважаемые участники, как говорят казаки, братья, когда начиналось это движение в 2013 году, нас было немного, было всего 10 человек, инициативная группа. Первыми поддержали казачество. Ну и основная, конечно, задача пришлась на Хангаласке. Почему именно Хангаласке? Когда начали проверять, оказалось, что по спискам, вообще наши историки нам давали цифру 200, по-моему, 19 или 20 человек. Начали проверять, в Хангаласском было уже за 40 человек. Когда начали заниматься, получилась очень большая цифра по всем республике. Вчера нам принесли последнюю фотографию. Просто по радио Викторию передали материалы о том, что проводят сегодня конференции. Ну, вернее, судьба человека запутана, жил в Вилюйстве, вернее, в Сунтарском районе, украл жену, попал на Первую мировую, воевал с иркутским казачеством, полку иркутского казачества, сотник. Потом вернулся сюда, ну и 1938 год, дед выдержал, будем говорить, за стенок, остался живой. Фотографию там, кто заинтересовался, можете посмотреть. Самое интересное материалы, то, что наши якутяне умудрились попасть и во Францию. Сегодня один из наших поисковиков об этом расскажет. Ну и самое главное, то, что установлено боевой круг генерала Котельникова, участника Первой мировой войны. Если мы считали, что он после революции больше не был в республике, в Якутии, то ошибались. Он возглавлял после революции около полугода Киринскую команду. После этого он перешел с этой командой, был направлен в Иркутск и возглавил один из партизанских отрядов. Чтобы не затягивать ваше внимание, еще раз всех поздравляю с этим юбилеем. Здесь в основном собрались все единомышленники. И это действительно, будем говорить, народная инициатива. То, что поддержал народ, то, что пришел народ, вспомнить свои корни. И разрешите мне от имени нашего оргкомитета вручить за активную работу в поисковом движении медаль одному из молодых историков, Прокопьеву Владимиру Сергеевичу. Слово предоставляется советнику Якутской епархии Афанасию Васильевичу Мигалкину. Уважаемые участники конференции, разрешите вам передать добрые и теплые пожелания архиепископа Романа
архиепископа Якутского Веленского и желание успешной работы этой конференции. Вот один выступающий сказал, что только как будто в Якутии мы мало знаем о истории Первой мировой войны, но, к сожалению, это по всей России, на всей территории бывшего Советского Союза. Почему? 1917 года мы приобрели болезнь потери памяти. Потому что все, что было до 1917 года, стало реакционным и недостойным для изучения подвига сотворивших наше государство. В 30-е годы было издано пособие по написанию истории для СССР, где одним из пунктов было написано: Россия – это пес мирового империализма. А что взять из писания? Это, к сожалению, это методическое пособие продолжается по всей территории бывшего СССР. Вот почему наши бывшие союзные республики считают, что будто мы псы, продолжатели дел пособия. Второе, в этом пособии было написано, что Россия – это тюрьма народа. К сожалению, этот тезис сохраняется даже в наше время в работах многих историков. Мы тюрьма народа. Россия всегда в ней. Россия это захватывала силой территорию. И, к сожалению, вот эта потеря памяти, мы второй раз тоже заболели в 90-е годы, когда мы уже стали отрицать все то положительное, которое было в нашей истории после 17 года. И, например, до 17 года был у нас великий праздник, День Победы. День Победы до 17 года. А сейчас мало кто знает, что там был такой, и когда отмечался этот праздник. И иногда лично мне боязно то, что пишут про Великий Отечественный. Пройдет 100 лет, и, возможно, будут трактовать по-иному. Раз у нас печатаются труды Попова, бывшего мэра, Суворова, который все отрицает мужество, героизм Советского Союза. И поэтому мы в какой-то степени должны стараться вернуть свою память. По эпохе Якутии, в эпоху войн и революции, есть хорошая работа Василия Игнатьевича Федорова, которая охватывает как раз этот период, перед Первой мировой войной. И самое главное, в начале 20 века великий ученый, химик, философ Дмитрий Иванович Менделеев написал работу «К познанию России». И там есть расчет демографический. Мы, Россия, в 2026 году население должно было быть 1 миллиард 280 миллионов человек. Мы за 1 год потеряли 1 миллиард 100 миллионов человек. Вот в чем главная проблема 20 века. За 1 век потерять 1 миллиард населения – это такое не дано никому другому народу, как россиян. И одно вот это тезис, который вытекает из того понятия, что Россия – тюрьма народа,
это ведет к отрицанию единения, духа созидания наших народов, об устройстве нашего государства. Мы все и до сих пор ищем какие-то отрицательные стороны друг друга. И Первая мировая война – это начало гражданской войны по всей России. И поэтому исследователям хотелось бы вот это Первая мировая и гражданская война – это начало трагедии расизма. И разрешите пожелать участникам конференции, докладчикам, выступающим, чтобы вы продолжили свои работы по изучению истории нашего родного государства, нашей Родины. Спасибо. Объявляется торжественное вручение знаков потомок участника Первой мировой войны. Для вручения приглашается Анатолий Анатольевич Добрянцев. Знак вручается Ксенофонту Николаевичу Пшенникову, заслуженному скульптору Республики Саха-Якутия, участнику Великой Отечественной войны, сыну участника Первой мировой войны и Великой Отечественной, Георгиевского кавалера. Петру Кирилловичу Конкину, участнику Великой Отечественной войны, фронтовому поэту, писателю, заслуженному работнику сельского хозяйства. Петру Павловичу Соловьеву, ветерану труда, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия, сыну Георгиевского кавалера. Еще раз поздравим аплодисментами участников, потомков участников Первой мировой войны. Сегодня непрерывность нашей истории и Первая мировая война, ее солдаты обретают в ней достойное место в наших сердцах, приобретается та священная память, которую воины Первой мировой войны заслужили по праву. Для вручения благодарственных писем Государственного собрания Ил-Тумен приглашается президент Республиканского клуба, потомки участников Первой мировой войны, народный депутат Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Аркадий Анатольевич Семенов. На сцену приглашается Маргарита Арисовна Попова, общественный руководитель Тактинского краеведческого музея «Ветеран труда», Зоя Михайловна Белолюбская, директор Барагонского музея Усть-Алданского улуса, Надежда Николаевна Авелева, руководитель краеведческого музея имени Игнатьева Нерюктейского наследия Мигино-Кангаласского улуса, Миргуяна Валентиновна Николаева, директор Усть-Майского краеведческого музея, отличник культуры Республики Саха-Якутия, Прокопий Дмитриевич Батюшкин, учитель истории средней общеобразовательной школы
школы номер 33 имени Колосовой города Якутска. Для вручения почетной грамоты военного комиссара Республики Саха-Якутия приглашается полковник, помощник военного комиссара Республики Саха-Якутия, кавалер ордена Боевого Красного Знамени Усментай Николаевич Алексеев. На сцену приглашается Абек Владимирович Киприянов, помощник генерального директора ООО «Ректайм», Сарбелана Егоровна Никитина, научный сотрудник отдела научно-методической и музейно-выставочной деятельности автономного учреждения «Музейный комплекс Россия. Моя история», Александр Александрович Филиппов, краевед, ветеран труда, почетный гражданин Хангаласского улуса. Поздравляем нашу Сарбелану Егоровну. Для вручения наград приглашается генерал-атаман Республиканской общественной организации «Якутский казачий полк» Александр Дмитриевич Козырь. И приглашаем Игоря Ильича Федорова, председателя общества «Потомки государевых ямщиков» города Покровска, Григория Трофимовича Дмитриева, художника-реставратора села Волгуняхта Хангаласского улуса, Людмилу Николаевну Колесову, главного специалиста библиотеки города Покровска, Александра Александровича Калашникова, ведущего архивариуса Национального архива Республики Саха-Якутия. Приказом Романа номер 1 от 15 января 2020 года за большой вклад в поисковую работу рождаются люди по представлению ДОСААФа республики за большой вклад. В течение 5 лет люди работали в архиве, обошли многие организации, многих наследников, и они совершили, можно сказать, героический подвиг. Поэтому приказом атамана награждаются эти люди, эти патриоты медалью Петра Медведева. Петр Медведев – это основатель 16 городов, в том числе Якутска, Нерчинска, Читы, Алепинска, Жиганска и многих других городов. Эта медаль очень почетная, она учреждена нашим полком в 2001 году, 303-ю полка. Федор Ильич.
земляков во всех войнах, которые ведет наше Отечество за последние 300 с лишним лет. Калашников Александр Александрович. Передадим. Спасибо. Для вручения медалей наследникам воинов Первой мировой войны в память о службе их предков Для вручения медалей наследникам воинов Первой мировой войны в память о службе их предков приглашается представитель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Николай Сергеевич Иванов. На сцену приглашаются Аркадий Анатольевич Семенов, президент клуба «Потомки участников Первой мировой войны», Сергей Георгиевич Черных, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха-Якутия, Дмитрий Иванович Соловьев, директор музея «Россия. Моя история», Николай Григорьевич Гребенников, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий в Республике Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые наши краеведы, наши участники Республиканской конференции. Мне очень приятно сегодня вручить награду Общероссийского общественного движения «Православная Россия». Председатель Центрального совета Вячеслав Васильевич Ковчук неоднократно приезжал в нашу республику и всегда поражался и радовался патриотизму и духовному богатству нашего народа. Мне вдвойне приятно сегодня, потому что в 2013 году как раз я работал заместителем главы Хангаласского улуса. Очень хорошо помню первые наши мероприятия по проведению столетия начала Первой мировой войны. Очень горжусь тем, что принял участие в самом начале зарождения этого удивительного и благодарного поискового движения, которое проросло до небывалых размеров. Просто преклоняюсь перед нашими краеведами республики за то, что они восстановили нашу историю участия в Первой мировой войне. Позвольте мне вручить памятные медали, посвященные столетию Первой мировой войны, организаторам и также Петровские грамоты с памятной медалью нашему народному ансамблю, нашему духовной культуре и наших предков. Приглашаются ансамбль потомков государевых ямщиков Бубенцы над Леной, поселка Максавеллов Хангаласского улуса, руководитель Валентина Егоровна Петрова, фольклорный ансамбль «Сударушка» с села Вестях Хангаласского улуса, руководитель Наталья Александровна Иванова, ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Ирина Егоровна Стрекаловская, ансамбль Якутского казачьего полка «Вольница», руководитель Юрий Васильевич Павлов.
руководитель ансамбля «Вольница» Юрий Васильевич Павлов. Для вручения благодарности отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия приглашается заместитель председателя отделения проректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова по науке и инновациям Юрий Георгиевич Данилов. Приветствую всех участников конференции. И так как Русское географическое общество, одной из задач его является краеведческая работа, причем не только географическое краеведение, но и историческое краеведение, культурное краеведение и так далее, то есть краеведение в широком смысле. Поэтому разрешите вручить нашим энтузиастам награды нашего отделения. Спасибо. Благодарностью отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия за большой личный вклад в изучение и популяризацию историко-культурного наследия нашей республики награждаются Владимир Михайлович Ефремов, город Якутск, краевед, ветеран труда. Юлия Ивановна Афанасьева, поселок село Барагонцы, научный сотрудник Барагонского музея. Галина Степановна Макарова, село Юдей, Намского улуса, главный библиотекарь Юдейской сельской модельной библиотеки музея «Исток», заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, Ефросинья Георгиевна Кардашевская, город Якутск, краевед, детский логопед, кавалер ордена Якутской епархии. Раиса Викторовна Федотова, село Невергюнцы, краевед, ветеран труда. Варвара Валерьевна Кузьмина, село Титары, руководитель школьного краеведческого музея имени Рожина. Для вручения церемонии вручения копии Георгиевского юбилейного знамени 42-го пехотного якутского полка образца 1900 года приглашается председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Саха-Якутия Сергей Георгиевич Черных и президент республиканского клуба «Потомки участников Первой мировой войны», народный депутат Государственного собрания ЛДУ Республики Саха-Якутия Аркадий Анатольевич Семенов. Для принятия копии Георгиевского юбилейного знамени 42-го пехотного якутского полка образца 1900 года приглашаются военный комиссариат Республики Саха-Якутия, Якутский казачий полк ДОСААФ России Хангаласского улуса.
человечеству, казачеству и России. Военному комиссариату Республики Саха-Якутия вручает копия Георгиевского знамени 41-го пехотного воинского полка. Дорогие участники и гости конференции, представляем вашему вниманию концерт самодеятельных коллективов. На сцену приглашается фольклорный ансамбль «Сударушка» села Бестях Ангаласского Уса, руководитель Наталья Александровна Иванова. Песня «Прощание славянки». Много песен в сердце сложи,
На сцену приглашаются Аня Сусева, 10 лет, и Саша Сусева, 4 года. Они праправнучки участника Первой мировой войны, кавалера 3 Георгиевских крестов Ивана Ивановича Дмитриева. Прочтут стихотворение «Первая мировая». Наш дедушка Дмитрий Иван Иванович родился в 1886 году. Он прошел Первую мировую войну. В Первой мировой войне трудно нам пришлось вдвойне. Вторглись к нам компании Австрия с Германией. Их прогнали только так, да боеприпасы вся. Ни патронов, ни снарядов, а с врагом сражаться надо. И сражались кто штыком, кто и вовсе кулаком. Наш солдат он всем берется, и бежит, и не сдается. Даже голодный босс воевать готов всерьез. Но когда на фронте сразу привезли боеприпасы, тут-то поняли враги. Если хочешь жить, беги. Храбрый генерал Брусилов все в атаку бросил силы, чтобы враг не угадал, где решающий удар. Рано утром первым делом их прищучил артобстрелом, а потом отправил в наступление целый фронт. Испугавшись той атаки, побежали австрияки. Часть убита, часть в плену. Будут помнить ту войну. Для вас выступает Андриан Васильевич Егоров. Песня «Солдатам Первой мировой». На слова Людмилы Иннокентьевны Тарасовой, музыка Андриана Васильевича Егорова. Первой мировой, как ящики крестьяне,
Венцы над Леной. Руководитель Валентина Петровна Петрова. На сцену приглашается Елена Семеновна Сергеева, учитель русского языка и литературы Бестягской средней школы, отличник образования Республики Саха-Якутия, внучка участника Первой мировой войны Сергеева Егора Федоровича. Стихотворение солдатам Первой мировой войны. Началась неожиданная война. Пришла повестка и в наши края. Стали забирать мужиков, хлебопашцев, ямщиков, казаков. Разом будто опустела земля, кормильцев лишилась. Просто беда. Бабы сколосили, детишки цеплялись, а у мужиков сердца разрывались. В страду оставляли свои поля. Ничего не поделаешь, такая нужда. С этой думой тяжелой шли они по дороге грунтовой. Песни пели, будто забывали, дома без догляда свои оставляли. Думки их прервал старшой, зычно бросил: «Соберись, на подводы все грузись!» И помчали кони наших мужиков по почтовому тракту Покровск. А там уж их другие ждали, и дальше кони побежали. Потом по Матушке, по Лени, на теплоходе, как сопя, поплыли наши сыновья. Волость такого размаха не знала, более 400 солдат послала. Все мужики в расцвете сил и лет, какой же нанесен деревням всем ущерб. В Иркутске их всех подучили, потом вагоны поместили, бегут по рельсам поезда, а им все слышится: куда? Туда, родимые, туда, где развернулась война, где кровь, где раны, стон и крик, где лютый враг сей недобит, где корчится от пуль земля,
закончится война. И вот они в пылу сражений. Их, необстрелянных бойцов, бросали часто в первый бой. Они, как пушечное мясо, на землю падали внезапно. Их было жаль невыносимо. По фронту, по всему такая виделась картина. Палил Максим и огнемет, шли танки прямо на окопы. Глядишь, и нет уже полроты. И с неба тоже их бомбили, и газометы точно били. В такой вот страшной мясорубке как можно, братцы, уцелеть? Но русский Ваня не сдавался и в рукопашной страшно дрался. Под Вергином задал он трепку, убрался немец по нему ногу. Затем брусиловский прорыв, тут сразу немец паутин. Вот так тут деды воевали. У многих были и медали, а вот Георгиевским крестом храбрец был только награжден. И этот знак, почетный самый, был знаком чести и отваги. И наши деды, молодцы, его сумели получить. Чужбины, возвратясь домой, за ратный труд взялись лихвой, трудились с радостью в быту за землю русскую свою, за хлеб, за отчий дом, детей, за жен, отцов и матерей. Вот сила духа, вот захват, вот это те, кто землю спас. Слова Елены Сергеевой, музыка Татьяны Алексеевой. Песня «Сыны Отечества». Исполняет автор Татьяна Алексеева. Песня совсем свежая, буквально недавно родившаяся, поэтому... Война кончается, кончается, домой солдаты возвращаются, спешат они, спешат домой, все просто как один герой. Сидят они все в поездах, вспоминают о боях и говорят о том, о сём, а в общем просто о былом. Как воевали, как страдали, как землю от врагов спасали, и как друзей своих теряли, домой вернуться все мечтали. Сидят они, сидят редком, кто без руки, а кто с крестом. Им есть о чем нам рассказать, и нам об этом надо знать. Прошли огонь и дым, их не был путь таким простым, но вытерпеть они смогли, России верные сыны. Сыны Отечества, сыны, гордимся вами от души. Родину свою спасли и мир народу принесли. Война кончается, кончается, домой солдаты возвращаются. Домой, все просто как один герой. Спешат они, спешат домой, все просто как один герой. В исполнении Кристины Шадриной, ученицы 5 класса Максоволовской средней общеобразовательной школы,
Игра на хамусе. Кристина – праправнучка Александра Михайловича Голокова, кавалера Георгиевского креста. Государевых ямщиков «Ямские бубенцы». Старинная русская песня времен Первой мировой войны «Уж как далече горка крута». Художественный руководитель Ирина Егоровна Стрекалская. Так, вот только буквально на днях я узнала, что эта песня, оказывается, Галичского уезда Костромской губернии. То есть это песня наших соколовых потомков ямщиков. Стихотворение Бориса Смирнова «Героям-землякам» читает Татьяна Александровна Полякова, учительница Верхневестякской средней общеобразовательной школы, отличник образования Республики Саха-Якутия. О Первой мировой, о доблести былой нам ведает история, пронзенная молвой. Там в памяти людской живет земляк-герой, он защищал Отечество покой. Рожден в долинах Лены, скормлен землей родной, трудился
родился, веря в Бога, и крепок был душой. Ямщик, рыбак, охотник и плотник, хлебороб во всех делах надежен был и родину сберег. Когда с войной несчастной беда на Русь пришла, в годину ту мать Родина на ратный путь звала. От зор родных якутских казаки-ямщики, как водится в отчизне, вступали под штыки. Кто выжил бой не той, погиб или исчез, нес крест свой с верой честно, потомками воскрес. Во славу доблесть ваша и подвигом хвала, которыми до ныне мать Родина жива. Для вас поет солист ансамбля «Вольница» Алексей Бондарев. Песня «Не для меня».
старинная казачья походная песня «Снежок». Уважаемые гости и участники конференции, на этом торжественное открытие конференции завершается. Для вас работает выставка, посвященная Первой мировой войне. Участников деловой части мы приглашаем в конференц-зал. Всем спасибо, до новых встреч!